Правительство Казахстана в свое время сделало две ставки. Это на казахоязычных казахов, чтобы они плодились и размножались, и заселяли страну казахоязычным населением. И вторая, это была на казахский язык. Обе ставки они не проиграли. В этом видео я хочу перечислить 12 книг про шашлык, которые есть написаны на казахском языке. В то время как на русском языке существует максимум 5 хороших книг на эту же самую тему. Итак, «Смогу и любая», «Ақбоз үй» — это трилогия. Халық Сейткемелов, «Шубурынды қанды босқын». Бағдат Жандосаев, «Шошқаның құмы». Вдумайтесь в название, если переводить, чтобы примерно хотя бы название, смысл перенести, передать, то это будет «Степь, которая была колонизирована свиньей». Абдыраимов и Буханова, «Қазақ қалай аштыққа ұшырады». Қойгелдиев и Өмірбеков, «Тарих тағылымы не дейді». И их же книга «Қызылдар қырғыны». Қырғын на казахском это значит резня. Резня, которую устроили красные, коммунисты. Манаш Қозыбаев, «Ақтаңдақтар ақиқаты». Сапарғали Ләмбекұлы, «Арыстар». Это дилогия. Құрманбай Еспенбетов, «Күренбел қасіреті». Аманбай Есілбай, «Асылдың сынығы». Валерий Михайлов, «Ғаламат жұт шежіресі». Тоже опять, даже казахский перевод намного хлеще, чем русский оригинал. 1932-33 жылдардағы шашлык ақиқаты. Я понимаю, почему эти книги не переводили на русский язык, потому что если перевести вот даже «Шошқаның құмы», «Степь, колонизированная свиньей», это будет просто политический скандал. Но тем не менее, про шашлык люди в казахоязычные начали читать с 90-х годов, в то время как русскоязычные отстают где-то около на 2 десятилетия. Начали позднее, и после Украинской войны это был просто взрыв, да? Так вот, изучайте казахский язык для того, чтобы не терять связь со своим языком, с языком своих предков, со своей историей, с культурой, потому что язык, на котором вы говорите, на котором вы думаете, он определяет ваше сознание. Сейчас происходит одна вещь интересная, да, вокруг вот этих вот тех блогеров, которые на русском языке рассказывают какие-то там истории, культуру, про культуру Казахстана, и потом они влипают в уголовные статью там за разжигание или еще с какую-нибудь хрень. Так вот, вам не нужно беспокоиться. На казахском языке все это спокойно введите. На казахском языке все эти темы давно, уже 30 лет обсуждаются, в то время, когда вы начали бить нова только после Украинской войны. Успокойтесь, русскоязычные казахи, и потратьте свое время лучше на изучение казахского языка. Аман болыңыздар.